До Великой Победы остаются считанные дни, и первый раз за годы независимой Молдовы, а это 30 лет, празднование Дня Победы с традиционными георгиевскими лентами ставится под сомнение. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михайлова. Это «Диалог в студии», программа открытых вопросов и ответов. Контактный телефон 249-60, электронный адрес gagausradius@mail.ru. И сегодня у нас в гостях Сергей Чимпаеш, депутат Народного собрания Гагаузии от села Тамай, автор гагаузского законопроекта об использовании символов Победы на территории Гагаузии. Сергей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Народное собрание Гагаузии нарушило закон, разрешив использовать на территории автономии георгиевскую ленту, запрещенную в Молдове. Это одно. Депутатам НСГ может грозить до 7 лет тюремного заключения за такое решение. Представитель госканцелярии уже готовит иск в суд, чтобы подать его в ближайшее время. Такие заявления звучат от молдавских политиков после принятия закона об использовании символов Победы на территории Гагаузии. Наверняка вы слышали об этом, Сергей Константинович, отслеживаете ситуацию, как и все мы сейчас. Вы, как автор законопроекта, предполагали ли такие выпады со стороны Кишинева? Безусловно, я предполагал и думал, что будет возможность сегодня поговорить с депутатом еще парламента. Кстати, он также был приглашен сегодня к нам в эфир, но ввиду ряда обстоятельств не смог. Будем надеяться на то, что в ближайшую перспективу удастся поговорить, потому что все-таки, когда есть два мнения, лучше, чтобы тем лучше более было понимание. Очень противоречивое. Понимаете, я бы, прежде чем говорить про это существо, хотел бы выразить свое мнение в части того, что же, собственно говоря, произошло. Не последствия, о чем вы сейчас говорите, да, я с удовольствием, конечно, выскажу свою позицию, но в первую очередь хотелось бы поговорить о причинах. Причинах чего? Причинах того, что произошло. То есть то, что мы приняли, это как не то, что ответный ход, но это то, что действие Народного собрания в пределах своих полномочий. Я об этом потом подробнее остановлюсь. Вся ведь проблема, по большому счету, если так разобраться, заключается в том, что неожиданно-негаданно каким-то образом появился некто идейник в парламенте и некто идейный депутат и инициировал такой законопроект. Безусловно, он расколол общество, и, собственно говоря, когда данный закон был принят парламентом в первом чтении, то есть не в окончательном варианте, реакция была Народного собрания. Мы приняли декларацию и направили ее в парламент. Четко мы акцентировали внимание на то, что на их нарушение и без учета мнения Гагаузии. По сути, без учета мнения населения. Да, об этом и речь. Вообще в целом молдавского населения. Но я в большей степени сейчас говорю про Народное собрание, поскольку мы работаем на территории Народного собрания. И ведь по большому счету причина-то, собственно говоря, политическая. Решение чисто политическое в канун 9 мая для всех очевидно, что власти Молдовы решили таким образом себя позиционировать, и по большому счету, по факту, с принятием такого решения стали на одной стороне конфликта. Мы имеем в виду конфликт на Украине. При том, что Молдова по своей конституции является нейтральным государством. Но обозначили свою позицию в поддержку одной стороны и, собственно говоря, получается против другой. И это все, конечно, возымело такой всплеск эмоций в обществе. Очень много было запросов в адрес депутатов, в том числе и в мой адрес, и в устной форме, и на улице с людьми встречались. Когда началось обсуждение этого вопроса в парламенте, то люди говорили с обеспокоением, что творится, что они творят. Мы сами этого не понимали, но, собственно, по политическим соображениям понимали, почему они это решение принимали. То есть получили запрос его выполнить в той форме, в которой они его сделали. И после того, когда не было услышана наша позиция, мы еще встречались в рамках межпарламентской группы во Вдарме в неформальной встрече. Позицию Народного собрания, позицию Гагаузии я озвучил той стороне. Мы дискутировали, обсуждали этот вопрос и просили, чтобы они отступили от этой идеи, чтобы они не раскалывали общество данным решением, потому что ведь по большому счету в последнее время обсуждение идет вокруг символа Победы, вокруг георгиевской ленты. Мы не слышим обсуждения о том, что у нас газ там сегодня по 15 или по 20 лет, мы даже не знаем стоимость.
Нет обсуждения по поводу того, что настолько дорогие цены на продукты питания, на стройматериалы, на все. Нет таких предметных обсуждений, что у людей катастрофическое положение дел. Нет обсуждений по поводу того, что экономика лежит на боку. Даже те производители, я даже беру сельхозпроизводителей, в особенности производители яблок, десятками тысяч тонн на севере Молдавии имеют на хранении, на складах, и они не знают, что с ним делать. Да и посевная сейчас идет, да, и горючее дорогое. Колоссальный ущерб идет, вообще удар по экономике. Нету обсуждения вот этих насущных проблем. Ну вот это вот пошло как отвлечение от важных насущных проблем, и сконцентрировали все свое внимание вот на этом вопросе. Что ответили вам тогда во Вдарме ваши коллеги, когда вы им предложили отступить от такого шага? В принципе, если не говорить о всех деталях, то, в общем-то, с нами согласились, что это было поспешное решение, неправильное, не своевременное. Оно абсолютно недальновидное. Да, и, в общем-то, было указано им, что это чисто, скажем, ключевая идеологическая ошибка с их стороны. Было сказано четко, что они тем самым мобилизуют своих оппонентов, что, собственно, они сделали, и подорвут свой авторитет, даже по отношению к своим избирателям, которые поддерживали партию ПАС. Но, вероятнее всего... Говорили ли о том, Сергей Константинович, что это решение было навеяно или извне? Ну, безусловно. Мы высказывали разные свои позиции. Понятное дело, что подтвердить документально это нельзя, но всем очевидно, что это было, почему я сказал, запрос был выполнен парламентом по требованию извне. Так вот, говоря теперь по существу, вот мы сказали о причинах, которые, в общем-то, побудили именно чисто политическое решение, нужно было сделать, давайте так скажем, чтобы насолить русским. Вот. Россия. Да. Я образно беру, да. И это дело было сделано. В подтверждение всего, с учетом того, что лидером, фактическим лидером партии ПАС является госпожа Санду, она после промульгации данного закона заявила о том, что вот теперь уже георгиевскую ленту можно выбросить в мусорное ведро, как историю там уже как бы, как в прошлом, как ненужный некий элемент. Реакция российского МИДа не заставила себя долго ждать, и мы помним, как жестко отреагировала официальный представитель Мария Захарова на высказывание госпожи Санду. И главное в этом вопросе, что было четко сказано, что ответ последует достаточно адекватной стороны Российской Федерации. Вот я коснулся чуть ранее части нашей экономики. Ведь из-за вот этого конфликта на Украине у нас даже то, что было еще в остатках, логистика все оборвалось. Очень большая часть торговли шла с Украины, да, приобретение товаров. Через Украину логистика. Сейчас все остановилось. Сейчас мы даже не можем поставлять грузы на российский рынок. Перелеты закрыты. Я коснулся сельхозпроизводителей, а уже кто занимается, к примеру, там ягодами, клубникой, или чем-то еще, они сегодня не знают, что с ним делать. Вот с этими товарами, что с ними делать. Есть объемы товаров, не проданных с прошлого года. Большая очень неопределенность. И власти вместо того, чтобы думать, как стратегически подойти к этим проблемам, как помочь вообще производителям, вообще людям, вот они играют в эту игру. И мне кажется, что говоря уже как бы по существу, вот вы сказали, что вот есть некие высказывания, безусловно, всегда есть некие эксперты, которые заявляют о чем-то. Я никоим образом не хочу принизить достоинство там господин Карнацев, по-моему, еще кто-то высказывался. Не хочу принизить достоинство этих людей. Вполне возможно, что они знают, разбираются в юридических вопросах, но в большей степени, когда они делают высказывания подобные, что были сделаны, они в большей степени носят политический подтекст. И они не имеют ничего такого общего с юриспруденцией. Во-первых, понимаете, для того, чтобы понять смысл, им не просто нужно читать ту или иную статью нашего закона, а попробовать понять само существо, из чего состоит автономия. Это живой организм.
Сама автономия, она выстрадалась, пока мы ее получили. На протяжении там, почти 30 лет гагаузский народ выстрадал из-за того, что во многом молдавские власти игнорируют сам закон о правовом статусе Гагаузии, саму автономию, лишает нас возможности воспользоваться нашими полномочиями, те, что заложены в законе, не дают возможности нормально развиваться. И поэтому там есть, это некий живой организм, который нужно хотя бы прочувствовать, понять. Ведь прежде чем, да, можно сказать, что, безусловно, не надо иметь юридическое образование, чтобы прочитать статью в Конституции, где указано о том, что единственным законодательным органом страны является парламент. Но это предполагается, что законодательный орган по всей стране. Там нету отписки, хотя по правильному должно было быть отпиской, что прописана еще другая статья, что Народное собрание принимает законы уже как региональный парламент. Ну, хотя 111 статья указывает о том, что гагаузская автономия выполняет свои полномочия в пределах тех компетенций, которые на них возложены. И вот здесь кроется самое главное. Мы обозначили в своей декларации, я об этом говорил, и хочу еще раз повторить, чтобы услышали те эксперты, которые считают, что они разбираются очень хорошо в этих вопросах. Первое. В законе о правовом статусе Гагаузии в компетенции Народного собрания относится участие в вопросах внутренней и внешней политики Республики Молдова, касающихся интересов Гагаузии. Так теперь давайте попробуем расшифровать вот эту норму закона. Участвует в вопросах внутренней и внешней политики, касающихся интересов Гагаузии. Данный вопрос, принятый, я имею в виду парламентом, это чисто политическое решение. Это касается, вот как я сказал ранее, выражения некой воли, скажем, законодательного органа страны по ситуации на Украине. То есть есть некую черту они провели, позиционируют себя таким образом, чтобы было понятно, что вот они воспринимают, рассматривают это таким образом на законодательном уровне. Это вопрос внешней политики. Это вопрос внутренней политики, потому что это касается всех людей. И, безусловно, прежде чем парламент, прежде чем рассматривать данный законопроект, они не то что должны были, они обязаны были обратиться в Народное собрание и согласовать с нами рассмотрение и принятие данного вопроса. Вот если мы говорим по процедурности, по правильности, как должно быть по закону. Вот нарушив одно, зная, понимая настроение людей относительно этого вопроса. Нарушив одно, дальше идет оно там по конвейеру. И поэтому проще всего увидеть одну статью, которая регламентирует, прописывает, что единственным законодательным органом является парламент. На все остальное можно не обращать внимания, не замечать и считать, что раз парламент принял, значит, так тому и быть. Но это не библейская истина в последнем, что называется, последней инстанции. И получается, смотрите, дальше больше. Вот эти эксперты, которые, высказываются, заявляют о том, что переворачивают с ног на голову все. Мы, дескать, гагаузы там пытаются что-то решить или там принимать какие-то решения против парламента. Мы не принимаем никаких решений против парламента, мы об этом и не заявляли. Мы лишь заявляем о другом, что согласно закону о правовом статусе Гагаузии, согласно нашей компетенции, мы вправе принимать решения, принимать законы в области культуры, в области образования, в области финансово-бюджетной политики и тому подобное. А ведь вопрос... тот законопроект, который мы приняли, он ведь состоит из нескольких статей. Это механизм, в этом законе прописан механизм проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных именно к Дню Победы, посвященных памяти жертв той страшной войны. И, безусловно, больше ничего, то есть этот символ победы, именно Георгиевская лента, для того, чтобы, для воспитания подрастающего поколения. В этом все существо закона заложено. Мы не рассматривали ее, и ни одного пункта в нашем законе нет, что мы противопоставляем его закону республиканскому парламенте о правонарушениях, исходя исключительно из нашей компетенции. То есть, первое, они не учли то, что я сказал ранее, участие в наших вопросах внутренней и внешней политики. Второе, не рассматриваются, не учитываются наши интересы. И следующее, то, что там заявляют о том, что уголовные дела, там все остальное, это просто принцип
как вам сказать, некие страшилки. И вот здесь вспомнить было бы целесообразно мнение экспертов, настоящих экспертов конституционного права, это мнение Венецианской комиссии. Там недвузначно было сказано о том, что когда, если одни и те же правоотношения рассматривают принятие законов парламентом Молдовы и Народным собранием Гагаузии, на территории Гагаузии приоритет отдается нормам закона, принятым Народным собранием Гагаузии. Сергей Константинович, Венецианская комиссия, безусловно, это действенный, эффективный орган, но все его рекомендации принимаются лишь как рекомендации нашими властями. Послушайте, мы сейчас, смотрите, мы обсуждаем высказывания неких экспертов. Так вот, я хочу сказать, что было понятно, для нас не является никоим авторитетным мнением этих экспертов, потому что мы их рассматриваем как псевдоэксперты. Я в сравнении говорю о том, что пишут в документах эксперты Венецианской комиссии. И до сих пор... Это не эксперты, Сергей Константинович, министр юстиции. Я сейчас скажу про него тоже. И мнение Венецианской комиссии не принималось. ОБСЕ после этого тоже документы разрабатывало, именно они такие же схожие. Но ни одно правительство предыдущей Молдовы не принимало в расчет данный документ. Мы лишь говорим о позиции, понимаете? Безусловно, если сегодня у них есть, скажем так, все в их руках, они могут решать все, что угодно, делать что угодно. Все это понимают. Но мы говорим о законности их решений. Мы говорим о том, что здесь существует автономия, и с их интересами и полномочиями нужно считаться. А в части министра юстиции давайте тоже подчеркнем. Что говорит министр юстиции господин Литвиненко? О том, что нужно, я в общих чертах назову, о том, что нужно придать контролю решение, принятый закон, местный закон Народным собранием. По части компетенции, что этот закон относится к сфере культуры, это понятно для всех. Да? То есть компетенция нам позволяет, мы его приняли. Дальше господин Литвиненко заявляет, что нужно направить через государственную канцелярию в административный суд для того, чтобы приостановить действие данного закона. Господин министр юстиции заявляет, что вот есть местные законы, которые закон их наделил Народное собрание, и дальше направить в административный суд. Но ведь местный закон не является административным актом, что подпадает под компетенцию административного суда. А местный закон является нормативным актом, и подпадает исключительно под компетенцию Конституционного суда. Здесь, опять же, идет раздвоение. Пожалуйста, если вы хотите, направьте в Конституционный суд, но никоим разом не в административный суд, который не обладает на то компетенцией. И получается, что они роняют одно, второе, третье, и, безусловно, понимая, что дальше, как только закон будет опубликован в пятницу в «Экспресс-канон», то они побегут в госканцелярию, госканцелярия побежит в административный суд, любой судья, которому это попадет, бегом за 5 минут обеспечительную меру вынесет, то есть вы предполагаете дальнейшие действия? Потому что это будет исключительно политически мотивированное решение. Мы это понимаем. Мы понимаем, что у них в руках, в левой руке палка, а в правой руке плетка. Вот. И, к сожалению, нынешние власти тоже не отходят от этого принципа. О чем приходится говорить с сожалением. Мы лишь хотели, вот я очень хотел бы, чтобы был коллега из парламента, хотел бы очень, чтобы поговорить с ними, чтобы они попытались прочувствовать, услышать нас. Понять, что в этой стране, кроме, как они называют, унитарное государство, есть автономия со своими правами и обязанностями. Вы их наделили, ранее парламент их наделил, чтобы они уважали наши возможности, дали нам возможности что-то делать самим. И ведь по принципу-то что произойдет? Ну хорошо, приостановят. Ну хорошо, да, они продемонстрируют, палку покажут, плетку покажут. И что? Ну, были предыдущие власти, показывали, и что? Запугать опять гагаузов захотят. Зачем? Зачем это нужно? Мы ведь только-только приступили обсуждать взаимоотношения в рамках межпарламентской группы. Очень показалось позитивным с их стороны, что вот есть некий настрой. Хочу напомнить в очередной раз, что госпожа Санду, еще будучи премьер-министром, когда приезжала в Гагаузию на инаугурацию Башкана, она заявила публично, что при их власти они будут делать все для того, чтобы идти по принципу разграничения полномочий.
А вот то, что мы сейчас обсуждаем, это исключительно вопрос разграничения полномочий, чтобы было понимание, что делаем мы, что делают они. Ведь приняв наш закон, мы ведь не вредим никому. Мы не идем противовес центру. Мы лишь говорим, что внутри Молдовы, внутри автономии есть возможность нам принять, мы его принимаем в таких-то, таких-то целях, не обозначая ни другие политические цели. И все. Действительно, 14 апреля парламент одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленты. Парламентское большинство приняло поправки в ускоренном, надо заметить, режиме. 20 апреля вступил в силу. Это решение парламента, вы правильно подметили, Сергей Константинович, спровоцировало раскол в обществе. Хотя, понимая, как люди относятся к этим атрибутам Победы, считаете ли вы, что местный закон следовало, может быть, разработать раньше, учитывая общественно-политическую ситуацию в ряде постсоветских стран? Ведь в той же самой Украине, да, этот запрет был принят еще несколько лет назад на ношение георгиевской ленты. Грузия, прибалтийские страны, может быть, на основе этих вот ситуаций, которые там происходили, здесь следовало бы быстро сделать такой вот, принять этот законопроект у нас на территории Гагаузии, может быть, не дошло бы до такого, как сейчас. Нет, никаким образом, если бы мы приняли давным-давно, они могли бы, опять же, используя палку и кнут, вот хочется, чтобы власти, госпожа Санду и другие, чтобы они услышали. Нельзя идти по такому принципу, по пути запретов, по пути запугиваний, потому что это путь в тупик. Вот то, что происходит, ведь, понимаете, мы же ведь много лет, я имею в виду про Гагаузию, терпим одно правительство, второе, 10-е. Есть обещания, и, безусловно, имея возможности, вот у них возможности, я имею в виду на высоком уровне, они отменяют, делают законы, подгоняют под себя. Но мы терпим, мы ждем, что придет наконец-то какая-то власть, которая действительно проявит политическую волю, говоря другими словами, желание, и даст возможность интегрировать надлежащим образом гагаузскую автономию в состав Молдовы, именно в части по политическим я имею в виду, критериям, по другим мотивам. Но вот, к сожалению, этого пока нет. И даже вот были какие-то вот ростки, казалось бы, показалось, что вот действительно настрой есть. И вот на этом же этапе выскакивает этот закон, он, по сути дела, но зачем его выскакивает? Это просто лишь провоцирует все население сейчас. Знаете, даже больше, чем, наверное, 80% общества за непринятие таких вот норм в законе. Я вот, знаете, что вспомнил, сейчас хочу сказать буквально. Помнится, по-моему, 2005 год, ну, примерно. 2005 год коммунисты были во власти. Был премьер-министром Василий Тарлев. Он приезжал сюда, в Гагаузию, встречался с депутатами, то есть с руководством и с руководителем предприятия. То есть я помню, что на одной встрече было много людей, наверное, человек 200. И вот там как раз поднимался вопрос в адрес премьера, что, помните, после неподписания меморандума Козака пошли проблемы там по синоделам, там, с аграриями и так далее. И был достаточно адекватный вопрос задан премьеру, что нужно сделать для того, чтобы разблокировать вопросы поставок винопродукции, сельхозпродукции на российский рынок. Так вот, тогда премьер ответил, это, вероятнее всего, позиция была тогда политического истеблишмента, да. И он что заявил? Мы за 2 килограмма помидоров родину не продаем. То есть смысл заключался в том, что есть некая позиция, и мы должны, скажем так, держать некую гордость, что ли, за свою страну, хотя я, по большому счету, в тот период, зная определенные политические события того периода времени, экономические, нигде не видел такого, чтобы со стороны Российской Федерации были какие-то действия или предпосылки, неких, я бы сказал, уничижительных, что ли, действий по отношению к Молдове. И вот я к чему это говорю? И вот с того прошло столько лет. Можно вспомнить еще ранние периоды. И у нас ситуация все ухудшается. На сегодняшний день мы видим, что экономика практически рухнула. С учетом этих последних событий. Годы ушли, люди разочарованы, но самое главное, что сотни и сотни тысяч наших людей уезжают куда? Уезжали, и самое главное, что подвергались как раз именно тем самым уничижительным действиям со стороны работодателей, потому что работали на разных унизительных работах. Так вот, позиция властей, которая, в общем-то, позиционирует себя как гордость за страну, или там, она в большей степени, мне кажется, они подменили понятие гордость на гордыню.
И вот это вот именно подмена понятий и привела нас к этой пропасти, к этому тупику. Очень хочется, чтобы те люди, которые идут во власть, чтобы они понимали, осознавали, что от их действий зависит жизнь людей. И вот то, что не сделано, то, что утрачено, бесцельно вообще, то есть потеряно, это, конечно, сегодня не восстановить и не вернуть. И каким-то образом нужно думать сегодня депутатам парламента, депутатам Народного собрания, потому что мы все представляем интересы людей, каким-то образом объединить наши усилия. Я хочу, чтобы наши коллеги, депутаты парламента, и та же госпожа президент, и другие политики услышали одну простую вещь, что мы здесь не радикальные, мы не сепаратисты, как нас пытаются оскорбить. Да и многие так считают. Мы сегодня, простите, больше патриоты, чем этнические молдаване. Мы сегодня за то, чтобы Молдова была целая, самостоятельная и независимая страна. А не просто вот некоторые политики сегодня продвигают идею ликвидации страны. Дескать, получается, сами не способны управлять, отдадим, наверное, в руки других людей, которые способны управлять и развивать. Тем самым признавая свою беспомощность. Да, именно, договорю еще мысль, да. И вот в этом контексте хотелось бы, чтобы они услышали. Гагаузы здесь живут на этой земле больше 200 лет. Это наша земля, это наша родина, и мы здесь не какие-то там пришлые, мы здесь патриоты этой страны, мы хотим, чтобы именно в согласии все было, потому что те же этнические молдаване у нас сегодня живут в Камрате, чуть не половина их. Мы с глубоким уважением к ним относимся, мы со всеми считаемся и хотим, чтобы так же, как мы по-братски относимся к молдаванам, такое же отношение было бы к нам. И вот здесь очень важный момент, чтобы услышали чиновники в Кишиневе. На этом этапе можно было бы услышать, убрать, отложить эту палку и плетку в сторону и сесть, тем более есть площадка, других вариантов нет, кроме как это обсуждать на политическом уровне между парламентом, между депутатами Народного собрания. Сесть и обсудить, отложить в сторону эти запретительные и страшилки в сторону, попытаться вникнуть и разобраться в этих вопросах с учетом наших интересов, и вместе тогда можно что-то решить. Я другого варианта здесь не вижу. Давайте выслушаем вопрос, который к нам поступил по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Полчаса жду вас, чтобы... Мы хотели дослушать мнение господина Чумпаеша. Пожалуйста, вам слово. Камрад. Значит, господин Чумпаеш, вы являетесь депутатом Народного собрания Гагаузии. Главная проблема Гагаузии это в чем? Георгиевская ленточка или Петровская ленточка или еще другая ленточка. Главная проблема Гагаузии, для чего она была и создана, чтобы прекратить исчезновение гагаузского языка. Гагаузский язык в данный момент в катастрофическом положении находится. Вы это понимаете или нет? Еще в 2010 году ЮНЕСКО объявила, что гагаузский язык вошел в разряд или в группу исчезающих языков. Вы это слышали, помните? Вопрос ваш в чем? Давайте. Сейчас я задам вопрос. Значит, с 2010 года по 2022 год вы хоть какое-то постановление приняли? 90% гагаузов, в том числе и вы в вашем народном собрании Гагаузии, а гагаузские проблемы гагаузы, лафедерсин суруща. Лафедин Гагаузша, Башкан Лафетмер Гагаузша. Хепси Садиклер Гагаузша. Давайте ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос в чем заключается? Вопрос, вы последнее постановили насчет... Сохранения гагаузского языка? Нет, О Георгиевской ленте? О Георгиевской ленте. Вы понимаете, что этим постановлением вы втягиваете нас в войну. Ладно, я услышал ваш вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, я бы хотел бы, безусловно, я понимаю, человек сразу начинает в части того, что он ждет, не ждет. Во-первых, я бы хотел начну с конца, по части гагаузского языка. Вопросы изучения, не изучения, это в большей степени касательно исполнительной власти, которая, в общем-то, мало что сделала или ничего не делает в этом вопросе. Для вашего сведения, если вы не в курсе, депутаты Народного собрания инициировали и приняли закон, по-моему, в 2018 году о защите и продвижении гагаузского языка. Именно депутаты продвигают идеи выделения средств на развитие языка. То есть то, что можно делать, мы в этом вопросе двигаем и делаем. Что касается Георгиевской ленты, вы знаете, никто не собирается никого втягивать в никакую войну.
Я, по-моему, достаточно популярно и доступно объяснил, что есть компетенция, да, то, что было наделено нам законом, за что боролись наши люди для того, чтобы получить эту автономию. И мы лишь требуем и обращаемся к центральным властям, чтобы уважали наши права. Мы за это. Мы не за то, чтобы склонять голову, или если нам показали палку и плетку, мы должны согнуть голову. Мы против этого. Мы хотим, чтобы нас уважали. Никто не рассматривает вариант войны, и этого не допустит, я имею в виду с нашей стороны. А по части георгиевской ленты, ну, вы знаете, если память не помнить, да, мы считаем, что память не продается и не покупается. И мы, заявляя о своей позиции, мы говорим просто нет таким неправильным законам, которые принимает парламент. Мы говорим о своей позиции, поэтому хотел бы, чтобы вы тоже это услышали и поняли. Благодарю, Сергей Константинович. Лишь хочу добавить, что вот все эти действия, которые сейчас происходят после принятия этого законопроекта, после его уже внедрения в действие, теперь вот, возможно, начнутся различные провокационные действия. Оно нужно было? Нет. Ну, провокационные действия, но кто спровоцировал? Я начал. Причина заключается в том, что кто-то решил продвинуть такой антинародный закон, по большому счету, который, возможно, спровоцирует. Это их проблемы, это они спровоцировали. Мы лишь хотим защитить наших людей. Никто бы и не думал об этом, Конечно. чтобы надевать, не надевать георгиевскую ленту. Но вот теперь такие вот накаленные отношения. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, Кангас, Сатов Кирилл Кириллович есть такой. Во-первых, Сергей Константинович, я думаю, что народ благодарен, что вы приняли закон о георгиевской ленте. Это первое, ленточки. Второе, в Кангазе на территории и в здании школы-интернат или, скажем, спецшколы находятся, одним словом, и живут беженцы. Никто не против, но многие жители не знают, в том числе и я, кто финансирует питание, обслуживающий персонал, одним словом, кто несет затраты для содержания этих беженцев. Спасибо. Пожалуйста, если можете ответить. Спасибо, Кирилл Кириллович. Спасибо за вопрос. Ну, по части беженцев я черпаю информацию из СМИ, и как некоторые чиновники заявляли, по-моему, премьер-министр, что на содержание одного чиновника в месяц выделяется порядка 2000 лей. Одного беженца, да. На одного беженца порядка 2000 лей в месяц. И была информация, что их у нас порядка 90 или 98 тысяч человек. И если такое количество, то можно представить, это примерно 180 миллионов в месяц. В год это будет 2 бюджета Гагаузии. Поэтому это очень накладно для нас. За счет наших налогов. Кстати, да. Кирилл Кириллович наверняка также имел в виду, что за счет чего работают люди, там же есть и обслуживающий персонал. Хочу сказать, что накануне накануне я говорила с руководителем этого центра по временному размещению беженцев господином Болгаром Максимом. Он поведал, что сейчас уже финансирование ведется, но финансирование со стороны государства, и это уже на законном уровне. Относительно теперь благодарности за такой закон. Что скажете, Кирилл Кириллович, Сергей Константинович? Люди благодарны, и это лишь подтверждение того, что я чуть раньше сказала, что 80% населения все-таки за такие вот нормы, вы знаете, я приняты. скажу так просто, это был запрос со стороны общества. Это, если хотите, и моя позиция, это позиция моих коллег. Собственно говоря, когда мы после первого чтения, когда был закон принят, это было заявлено нашей стороной, и мной в том числе, И я не думаю, что идея там, или инициатива моя, или чужая, она имеет как-то большое значение. Нам нужно было его принять. Мы это сделали, и мы хотим наших людей защитить. А то, что госканцелярия обжалует и через суд его пытается заблокировать, вероятность большая, ну, это вот потом будем разбираться, но я не собираюсь на этом этапе там людей выводить, либо призывать на митинги, на противостояние или неподчинение. Мы лишь делаем то, что можем, и всегда стараемся делать в пределах закона, заявляем о своих правах. В противном случае, если как вот человек предыдущий, там, до Кирилла Кирилловича звонил, в противном случае нужно просто отказаться от автономии, сказать, что мы ни на что не способны, мы всего боимся, и то, что будете говорить, на все мы будем склонять голову и подчиняться, и
беспрекословно выполнять. А закон, разработанный вами, депутатами Народного собрания Гагаузии, об использовании символов победы на территории автономии, вступит в силу со дня его опубликования в экспресс-каноне. Это будет уже буквально в ближайшую пятницу. В законе статьи 4. Ответственность за препятствование реализации норм настоящего закона. Любые действия по препятствованию Простите, я перебью вас. реализации... Нет такой статьи, там совершенно другая формулировка про ответственность. Мы это убрали, это в проекте было ошибочно. Там совершенно другая статья. Ну, давайте так. Есть мнение о том, что это пойдет вразрез с молдавским законом, мы об этом уже говорили. На какие защитные меры, Сергей Константинович, могут рассчитывать те, кто сознательно пойдет на парад с георгиевской лентой? Позиция простая, и коллегами сказал. Политическое руководство, Народное собрание, Башкан Гагаузии, исполком и все органы власти должны, как единый монолитный механизм, на политическом уровне пытаться этот вопрос решить. Мы сегодня не рассматриваем вариант противостояния, мы это исключаем абсолютно. Мы хотим донести до руководства страны, что нельзя таким образом идти. Потому что если, есть некоторые страшилки, что будут направлены полицейские, будут фотографировать, снимать на видео, если начнется вот такое преследование, начнут потом протокола приходить, безусловно, мы заявили о том, что Народное собрание соберется и все эти случаи соберет воедино. Мы будем пытаться этот вопрос решать на политическом уровне. В противном случае было даже предложение, что в противном случае из бюджета будут выделены деньги для того, чтобы поддержать этих людей. Но это усложнит наши взаимоотношения с центром. Мы хотим, чтобы они отступили от этого, безумного шага. Потому что сегодня, когда людям не на что жить, и пугать их штрафами по 9 тысяч лей, это, конечно же, на дворе же не 37-й год. Они отбрасывают даже своих избирателей, они отталкивают людей. Мы хотим и будем пытаться именно на политическом уровне, то, что от нас зависит, именно законными методами защитить своих людей. Давайте выслушаем еще один звонок, еще один вопрос по телефону. Здравствуйте. Добрый день. К сожалению, снова не дождался наш собеседник. Наверное, тоже полчаса ждал, хотя, возможно, меньше. Хочу напомнить, что мы в прямом эфире. Наш телефон 249-60, электронный адрес gagauz@mail.ru. Сергей Константинович, каковы все-таки будут конкретные действия со стороны депутатов Народного собрания Гагаузии? Я имею в виду вот эти отношения с официальным Кишиневым. Они складывались и до сих пор, скажем, достаточно сложно и недружественно. А вот на фоне последних событий, как будут выстраиваться эти отношения? Насколько возможно и плодотворна работа этой межпарламентской группы? Мы не знаем, как поступят власти с Кишинева. Если пойдет именно массовое преследование людей, то это, безусловно, как я сказал, усложнит наши взаимоотношения. Но нам придется на уровне Башкан через правительство, мы через парламент, может быть, придется, я не знаю, если не найдем общего знаменателя, может, придется выходить на дипломатические миссии, которые аккредитованы здесь. Именно об этом. Для того, чтобы мы, показывая, что, безусловно, и тот же ОБСЕ, показывая, что даже те же рекомендации ОБСЕ, они абсолютно игнорируются. Потому что наши чиновники ведь уже, как я сказал, много правительств, они ведь любят заявлять на всяких площадках, там, и в Брюсселе, и в других столицах, о том, что у нас есть в составе унитарного государства есть автономия, достаточно мы хорошо коммуникабельны, достаточно хорошо мы сосуществуем, достаточно все мы хорошо относимся к ним. Но по факту-то это не так. По факту мы ущемляемся по многим, даже по финансовым вопросам. А говоря о политических вопросах, то нас вообще приглушили, придавили, прижали совсем. И мы терпеливо, как я сказал, ждем, когда же наступит тот час, хотя мы идем именно не с позиции какого-то там радикализма, а напротив, именно в спокойной форме пытаемся убеждать их, что вот это есть прописано, давайте сядем, давайте будем обсуждать. Потому что у нас скоро должна быть первая там уже, скажем так, официальная встреча в рамках межпарламентской группы. До сих пор были неформальные встречи, должна быть формальная встреча. И по части повестки, нам предлагается какую повестку, но то, что сейчас происходит, оно само собой напрашивается, что именно это и должно быть как в центре внимания, как повестка взаимоотношений, Начать с главного. Есть закон о правовом статусе Гагаузии, мы его должны
донести до них, что он из себя представляет, что они должны его принять. И приняв его, хотя бы начать понимать существо этого закона, те или иные нормы, начинать двигаться по нему. Если этого не будет, грош цена всем нашим усилиям. Благодарю. И снова наденьте наушники, попрошу вас вопрос по телефону. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Да? Представьтесь, будьте добры, и ваш вопрос. Конечно. Слушаем. Зинаида. Сергей Костянович, я вас благодарю за то, что вы сегодня выступаете на программе. И вас всех поздравляем с наступающим праздником День Победы. Спасибо. И я одно еще желаю. Всем нам, гагаузам, если мы имеем статус автономии, и не надо нам продебаться перед Кишиневым, мы имеем такое же право, как и все жители Молдовы. Мы не хотим ни с кем не воевать, ни конфронтации, ничего. Но дайте нам отметить праздник 9 мая, как нам хочется. И мы должны, я не знаю, у кого есть, наверное, День Победы у всех есть, которые уже воевали в деды, может, прадеды. Дайте нам спокойно. И не надо нас провоцировать на какие-то нехорошие мероприятия. Спасибо вам. И вам спасибо. Спасибо, Зинаида. Знаете, позиция простая, да, и я скажу, что вот как эта женщина говорит, и чувствуется по тону, что это людей раздражает сама ситуация. Ведь Да, и это даже не радикализм. Нет, конечно, подавляющее большинство ведь так и воспринимает, потому что, вот повторюсь, что мы хотим? Мы хотим лишь дать возможность людям вспомнить о истории, да, о наших предках, и это вот просто вот некое это воспитание внедрить, вселить детей. Что в этом плохого есть? Это же очень хорошая такая пропаганда, да, для детей, чтобы они помнили свои истории. А мы же не наносим ущерб кому-то, вот как говорят, что там уголовные дела. Мы что, сегодня кому-то ущерб наносим тем, что если на груди у детей будет георгиевская лента, но таки она была годами, на много лет принималась. Люди от этого не откажутся. Просто обозлят людей таким образом, что... Я бы не говорила об этом в будущем времени. Да, обозлили уже, Сергей Константинович. Потому что потом последствия, конечно, могут иметь достаточно очень сложный характер. Мы, повторюсь, в пределах закона, как депутат Народного собрания, как депутаты, коллеги, будем стараться по максимуму делать все, чтобы защитить наших людей. Благодарю. И есть еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь и ваш вопрос. Сергей Константинович, я хочу задать. Сергей Константинович, в парламенте был принят закон в связи с ситуацией на Украине. А там же до этого, там на Украине не запрещен же фашистские свастика и СС Галичная и тому подобное. Значит, выходит, что мы относимся почти как бы ждем фашистские символики, как бы соблюдаем, а наши нет. Хорошо, слышал вас. Такое мнение. Спасибо большое за ваш вопрос. Человек имеет право на мнение. Тут, безусловно, очень чуткий и щепетильный вопрос с войной на Украине, и некоторые моменты, просто не хочется говорить вслух, потому что, чтобы не было воспринято, что это твое мнение или попытка воздействовать, повлиять. Хотя люди прекрасно понимают, как что было и на Украине. Вы коснулись про прибалтийские страны, про русофобию. Кстати, про Грузию вы говорите. Вот можно сравнить в аналогии Грузию и Молдову, да? Да, Грузия, нет, я сейчас скажу другой момент. Грузия ведь вспомнит события 2008 года. Мы говорим про войну в Южной Осетии, потом признание Южной Осетии и Абхазии. И, по сути дела, тогда Грузия, по-моему, прекратила все дипломатические отношения с Россией. Там были закрыты вообще взаимоотношения на всех, да и по экономике, и по всем вопросам. И вот сейчас, вот в контексте всего того, что происходит, они тоже санкции не поддержали. Более того, в прессе, я, насколько знаю, в прессе несколько раз я читал, что
украинская сторона, ну, чиновники страны Украины, они обижались, официальные лица, на правительство, на чиновников Грузии, которые, и вот, по-моему, пример, Грузия заявлял о том, что они не будут вводить санкции против России, потому что они дорожат теми отношениями касательно экономики. Четко было подчеркнуто, что они беспокоятся, что вот то, что было налажено, то, что налажено на сегодняшний день, если это потеряет, оно коснется тысяч людей. Это коснется их заработка, это коснется всего. Так вот, это решение разумное. Очень важно было бы, чтобы, и очень хотелось бы, чтобы Молдова придерживалась хотя бы чего-то подобного. Потому что и по статусу как Молдова не поддержала также санкции, хотя бы какой-то положительный момент. Это для нас тоже было как аргументом. Мы на все, и я вам скажу, что даже если не зная деталей, политическое руководство России, они тоже, вероятнее всего, оценивали положительно, что Молдова не поддержала санкции и не была включена в состав недружественных стран. Но вот с этой георгиевской лентой, оно очевидно, что испортили отношения. Зачем? Да, шаг был навстречу в пропасть. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. 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 Дмитрий Камрад, Кричик. Это я хотел сказать, вот, Сергей Карпович, что у нас даже если кто... Я вообще-то даже и не думаю вообще, что может кто-то подойти. Или вот даже если кто-то подойдет, я уже даже говорю своим и вообще. В уложении Гагаузии есть написано, что мы решаем политические эти самые проблемы сами в автономии. Даже если кто подойдет, я могу ему сказать, иди прочитай сперва уложение Гагаузии, а потом подходи мне с вопросами. Ведь уже у нас же написано в уложении Гагаузии, что... В чем ваш вопрос, господин Кольчик? Да вопрос, не вопрос, мнение я имею в виду, что... Ваше мнение. Что сказать, что вообще идите узнать, почитайте это уложение Гагаузии, а потом подходите с вопросами насчет георгиевской ленты. Мы решаем сами, хотим, и все. Вот. Я не вижу проблем даже здесь. Спасибо. Ну, и как другие мнения тоже имеют право на жизнь. Я, в принципе, об этом говорил, о законной стороне. Но вы понимаете, что если команда будет дана полицейским делать, то есть они исполнители, мы сейчас не можем рассматривать конкретно каких-то лиц. Это зависит исключительно от политического руководства, начиная от президента страны, премьер-министра и так далее. Если будет дана команда штрафовать людей, да, значит будут штрафовать. Если будет дана команда не трогать людей, значит они будут трогать. Если они ценят наших людей, они если не будут трогать людей, они будут фиксировать. Вот это и есть трогать, если людей будут штрафовать. Поэтому после. Это будет потом, как знаете, как сравнимо некому эффекту взорвавшейся бомбы. Вот нужно просматривать немножко последствия. Мы коллегам с парламента об этом говорили, что нужно чуть-чуть дальше видеть и предвидеть саму ситуацию. Нет смысла объяснять полицейским либо каким-то другим чиновникам, показывать букву закона, я имею в виду нашего закона, нормы закона, потому что они будут исполнять приказы. Так вот, чтобы не было приказов, должно быть политическое руководство понять, что не нужно раскалывать общество, потому что последствия могут иметь просто необратимый характер. Вот об этом должны они понимать. Не пугать людей, а думать о том, что будет завтра. Потому что людям все равно придется, если люди начнут, или начнутся инициаторы, либо политические силы начнут людей вытаскивать на митинги, если они пойдут по пути массовых таких репрессий, то вероятнее всего, что будет массовость людей выходить с протестами. Тогда напомнят, все напомнят про цены на продукты, напомнят про обещания, напомнят про то, что обещали бороться с коррупцией, про цены на газ, про все напомнят люди. И вот как они ответят на эти требования, вот это вопрос. Мне кажется, что на этом этапе им было бы... Вот они наделали сами, совершили величайшую глупость, я имею в виду парламент, с принятием данного закона. Меньше, чем за месяц до Дня Победы. И в этом случае лучше бы поступить немножко мудро. Еще раз повторяю, палку и плетку отложить в сторону, потому что есть закон бумеранга, и он может ударить очень больно по затылку. И последнее событие, провокационное или нет, уж кто как решает. Кстати, произошло оно вблизи вашего населенного пункта, который вы представляете в Народном собрании, в Тамае, да, Гагаузия с вами. И там Гагаузия, соответствующей буквой Z латинской и буквой В
также латинской с вами. А ошибок, слава богу, нет, как в предыдущем таком действии было. И Георгиевская лента. Это также был вызов властям. По-другому и не назовешь. Я где-то к обеду узнал сегодня об этом. Но вы знаете, надо понимать, что возможно не только подобное. Мы не знаем, что ожидать от людей, потому что, вот, как вы сказали, мягко сказано, что люди возмущены. Люди очень сильно разозлены. И вот какие могут быть последствия, это один Бог только знает. Ну, не следовало наверняка властям так спешно принимать такой закон, причем что меньше, чем за месяц до Дня Победы. Может быть, спустя, после проведения этого праздника вернулись бы к такому разговору, но уж точно не перед этим великим событием, которое произошло 77 лет назад. И это событие чтят и помнят здесь у нас в Гагаузии. Сергей Константинович, у вас есть возможность обратиться к нашим слушателям и зрителям. Ну, что я могу сказать по части этого праздника? Я понимаю, что люди боятся, опасаются, что там будут штрафовать. Я считаю, что можно было, конечно, призвать людей выйти. Мне кажется, что именно почтить память людей, погибших во время Великой Отечественной войны, чтобы эта чума не повторилась, тем более в контексте того, что происходит сегодня, мы видим рядом на Украине. Мне кажется, что это прекрасный праздник, и максимум люди должны выйти на этот праздник во всех населенных пунктах, возложить цветы памятникам, благо во всех населенных пунктах эти памятники есть. По части ношения георгиевской ленты, ну, люди сами пусть принимают решение, потому что, ну, не хотелось бы, чтобы просто брать какую-то ответственность дополнительно за людей. Мы со своей стороны что могли, сделали. Вот даже я предвижу то, что госканцелярия обжалует и суд приостановит, именно не на законном основании, именно вынеся политически мотивированное решение, так как они не считаются, не хотят считаться с нашей автономией. Но в этом случае мы сделали все, что мы могли сделать для того, чтобы обезопасить и защитить наших людей. Если что-то произойдет, я повторяю, что мы не останемся в стороне, не оставим людей один на один, будем уже собираться и решать, каким образом помочь людям, и будем пытаться решать на политическом уровне. По-другому я как бы не вижу, как нам жить, существовать в одной стране, чтобы все-таки с нами считались и уважали наши интересы. Благодарю вас за конструктивную, интересную беседу, Сергей Константинович, и благодарю наших зрителей и слушателей за вашу позицию, за вашу активную гражданскую позицию и точку зрения. Это был диалог в студии с Сергеем Чимпаешем, депутатом Народного собрания Гагаузии от села Тамай. Программа завершена. Всего доброго. До новых встреч.